Стали правильно, ребята. Ага, все приготовились. Приготовили книги, тетради? Да. Здравствуйте. Здравствуйте! Садитесь, ребята. Так. Теперь, ребята, идем к доске. Да. Посмотрим, какое у нас сегодня настроение, ребята. Как мы подготовились к уроку, да? Пожалуйста, встали в круг. Да, все помещаемся. Ага, молодцы. Теперь, какое же у нас сегодня настроение? Наверное, если у нас хорошее настроение, давайте похлопаем в ладоши. Молодцы, ребята. Значит, у нас сегодня хорошее настроение. И сегодня мы готовы получить новые знания и получить отличные оценки. Молодцы. Теперь, пожалуйста, ребята, мы будем работать в группе, поэтому мы должны разделиться сейчас на группы. Что мы сделаем? У нас идет тема спорт, мы говорим о спорте, о пользе спорта, да? Поэтому на доске вот есть баскетбольное кольцо. Пожалуйста, баскетбольное кольцо. Из этого кольца вы берете что? Инвентарей, да, которые нужны в спорте. Мячики, ракетки и коньки. Пожалуйста, по этим рисункам, которые изображены на ваших карточках, ребята, разделитесь на группы, да? Разделитесь на группы. Ага, пожалуйста. Кто у нас ракетки, кто у нас коньки, кто у нас мячики, ребята. Пожалуйста, вот у нас группа коньки. У кого конек, садитесь сюда. У кого мячики? Вот у нас группа мячики, ребята. Так, и третья наша группа ракетки, да? Молодцы, ребята. Вот разделились мы на 3 группы. Теперь руки сложили, ребята. Ага, руки сложили. Руки сложили. Внимательно слушаем меня. Пожалуйста, посмотрите, ребята, сюда. Значит, что мы будем делать сегодня на уроке и к чему мы придем к концу урока. Так, критерии оценивания, ребята. То есть, по каким критериям я буду вас сегодня оценивать. Определяем тему и основную идею, анализируя прочитанное. Составляет несплошной текст в виде кластера. Различают распространенные предложения и нераспространенные предложения. И последнее, подбирают прилагательные к существительным, ребята. Вот по этим критериям мы будем сегодня работать, ребята. Теперь, пожалуйста, прежде чем перейти к изучению новой темы, пожалуйста, проверим домашние задания. Какое упражнение было задано на дом? Руки поднимите, ребята. Какое упражнение было задано на дом? Упражнение 484. Что нужно было сделать? Списать, найти подлежащие и сказуемые. Садитесь, пожалуйста. Теперь вот у нас разделились на 3 группы. С каждой группы по одному ученику, пожалуйста, читают предложения, находят подлежащие и сказуемые. Пожалуйста, группа мячики, да, у нас? Кто будет у вас читать? Читает. У всех есть домашнее задание? Детский писатель Василий Семенович Голычко родился в Брянске в 1915 году. Пожалуйста, значит, такое предложение. Детский писатель Василий Семенович Голышкин родился в Брянске в 1915 году. Где здесь подлежащие? Правильно. Сказуемый писатель? Кто поправит из этой группы? Пожалуйста, поправьте. Родился.
смотрите, пожалуйста, из этой группы, группа ракетки, читайте домашнее задание, пожалуйста, читай. Второе предложение читай. Тысяча 1940 году году окончил Московский государственный педагогический институт, педагогический институт. Пожалуйста, подлежащее сказуемое. Писатель участвовал. Писатель и сказуемое. Сказуемое писатель что сделал? Что сделал писатель? Он окончил. Окончил. Аяхта дадим. Садитесь, пожалуйста. Третья группа. Кто читает? Давайте. Кто из вас? Кого? Мадина читает. Читай, Мадина. Писатель Угу. участвовал в Великой Отечественной войне. войне. Пожалуйста, подлежащее сказуемое. Кто участвовал в войне? Писатель Писатель. Сказуемое. Участвовал. Значит, что он был участником Великой Отечественной войны. Молодцы, садитесь. Разобрались, ребята, по группам. Молодцы. Теперь следующее задание у меня с помощью приема мозговой штурм. Я буду задавать вопросы и получу ответы, ребята, с помощью этого приема. Пожалуйста, какие предложения бывают по цели высказывания? Какие предложения бывают по цели высказывания? Ну, в конце предложения какие-то мы знаки же ставим. Какие предложения бывают? Вставай. Ага. Предложения бывают. Вопросительные. Еще? Еще какие? Пожалуйста. Повествовательные и побудительные. Побудительные. Значит, сколько? Три. Вопросительные, побудительные и повествовательные. Так, молодец. Так, с этой группой Амбер, с этой группой Нуртас. Молодец. Значит, защищает, ребята, честь. Будем сюда, ребята. Пожалуйста, ребята, прочитаем два предложения, которые даны, ребята, на доске. И сравним эти предложения, ребята. Сравним эти предложения. Какие же члены предложения есть в данных предложениях? Пожалуйста, первое предложение. Кто прочитает? Иркижан, прочитай. Первое предложение. Спортсмены тренируются. Спортсмены тренируются. Как вы думаете? И второе предложение прочитай. Спортсмены тренируются в Спортивном зале. Теперь сравните эти два предложения и найдите разницу. Разница. Аймашлова. Пожалуйста. Спортсмен. Спорт. Что спортсмен? Найдите подлежащие сказуемые. Спортсмен. Спортсмен. Подлежащие сказуемые. А в этом предложении? Спортсмен подлежащий тренируется сказуемое. Спортивный Зале. Эти слова мы изучали дальше? Нет, мы не изучали. Мы только знаем, что. Что такое подлежащее и что такое сказуемое. Значит, в данном предложении есть подлежащее и сказуемое. А в этом предложении подлежащее, сказуемое и еще неизвестный член предложения. Сөйлемнің бізге бейтаныс мүше. Правильно, ребята, садитесь. Значит, мы выяснили, ребята, что данное предложение состоит из подлежащего и сказуемого, а здесь подлежащее и сказуемое есть еще второстепенные члены предложения, ребята. Давайте вспомним, что такое подлежащее и сказуемое. Пожалуйста, с этой группы, кроме Амира, что такое подлежащее, Диана? Что такое подлежащее? Вторая группа готовится, третья группа готовится. Что такое подлежащее?
предложение и отвечать вопросы кто что. Кто? Что? Все, садись. В этой группе, пожалуйста, что такое подлежащее? Сказуемое это главное. Сказуемо хочешь, да? Давай. Сказуемое это главное члены и в предложении Ага. и отвечать на вопросы, что делать, что сделает. Что сделал, что будешь делать. Пожалуйста, садитесь, молодцы в этой группе. Подлежащее – это главный член предложения, отвечает на вопросы «кто что». Ага, правильно. Еще кто хочет? Так. Значит, здесь у нас Иркежан ответил. Теперь, для чего мы вспомнили, ребята, что такое подлежащее и что такое сказуемое? Когда вы говорили правила, вы говорили, подлежащий, несказуемое – это главные члены предложения. Да? Теперь там есть слова в спортивном зале. Теперь вторая часть – это второстепенные члены предложения, ребята. Второй тип предложений, второстепенный. На казахском языке турлаусыз учили определение, обстоятельства и дополнение. Так вот, ребята, сегодня мы будем изучать второстепенный член предложения, который называется определение, ребята. Определение. На казахском языке анық тауш. Откройте учебник страницы 125. Вы знаете, где у нас правила, ребята, да, в конце учебника. И прочитаем правила. Что такое определение? Что такое определение? Пожалуйста, читаем. Самбат, читай. Что такое определение? Определение – Ага. это второстепенный член предложения, который обозначает качество и признаки предмета и отвечает на вопросы «какой, чей». Какой чей? Видите, ребята, значит, определение – это второстепенный член предложения, который обозначает что? Качество. Заттың сынын біледі. Мама какая? Добрая. Мама еще какая? Красивая. Еще какая? Умная. Еще какая? Добрая, да? Значит, ребята, определение отвечает на вопросы какой, чей. В предложении, ребята, определение у нас дается чем? Прилагательным. Анықтау сөйлемде қандай сөз таппен берді, да? Прилагательным. Давайте вспомним правила, что такое прилагательное. В третьей, во второй четверти мы изучали существительное, прилагательное. Что такое прилагательное? Кто помнит? Правила же должны мы помнить. Ну да, пожалуйста. Прилагательное это, пожалуйста. Имя приготовленное, самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и признаки и отвечает на вопросы какой, чей. Какой, чей? Правильно он рассказал? Правильно? Правильно, ребята. Видите? Прилагательное у нас отвечает на вопрос какой, чей, а в предложении подчеркивается как определение, ребята. Вот сейчас я вам покажу, как подчеркивается прилагательное. Садитесь на таз. Пожалуйста, спортсмены – это что? Подлежащие. Тренируются. Сказуемое подчеркивается двумя чертами. В данном предложении где подлежащие? Спортсмены. На какой вопрос отвечают? Кто или что? Кто? Спортсмены что делают? Тренируются. Тренируются где? В зале. В зале, да? Тренируются в зале. Вот это мы будем еще изучать. А в зале каком? Спортивном. Видите, как подчеркивается волнистой линией. Волнистой линией. Молодцы. Поняли, да, значит, что такое определение. Теперь упражнение 489. Да? То есть там, где рисунок бинокля, ребята, рисунок бинокля. Пожалуйста, давайте назовем, прочитаем те предложения, которые состоят только из грамматической основы. То есть прочитайте предложения, где есть только подлежащее и сказуемое.
Вот первое задание. Где есть страница 87. Прочитайте предложения, в которых есть только подлежащее и сказуемое. Бастаушпен баяндауштан ғана тұратын сөйлемдерді бір оқимыз. Және құрлаусыз мүшелер бар сөйлемдерді бір оқимыз. Так, пожалуйста, прочитай. Прочитай предложения, которые состоят только из подлежащего и сказуемого. Спортсмены тренируются. Правильно? Да. Что сделаем? Похлопаем. Шабалахаем. Раз, два, три. Спортсмены тренируются. Так, садитесь. Следующий, пожалуйста, читайте. Есть еще предложения, в которых только подлежащие и сказуемые. Подлежащие и сказуемые это обратно. Спортсмены тренируются. Там только подлежащие и сказуемые равно турмане. Нет. Читай, не ойнамайся. Давай быстро. Следующее. Кто готов? Спортсмены. Садись. Читай. Ребята играют. Ребята играют. На какой вопрос отвечает слово ребята? Ребята. Кто? А сказуемое на какой вопрос отвечает? Что делают? Играют. Значит, в данных предложениях есть подлежащие и сказуемое. Что делаем? Хлопаем. Потому что правильно. Так. Теперь прочитаем предложения, в которых есть подлежащие, сказуемое и другие члены предложения. Шамбот, читай. Жылдамдап қалған сөйлемдер ғой? Ребята играют в футбол в школьном дворе. Правильно. Ребята играют в футбол в школьном дворе. Подлежащее. Ребята. Сказуемое. Есть определение? Где? Дворе. Каком? Школьном. Правильно, ребята. Теперь следующее задание, ребята. Упражнение 490. Письменная работа. Жазамыз сказываемся. Каждый записывает. Это индивидуальная работа. Жемыз. Пишем упражнение 490 в тетради. И что делаем? Дописываем определение. Например, наступили какие каникулы? Вместо вопроса «какие» нужно писать определение. Какие каникулы бывают? Летние каникулы. Еще? Зимние каникулы бывают. Пожалуйста, жазамыз. Қазір айтамыз. Работает. Так. Кто с первой группы идет к доске? С первой группы, пожалуйста. Ракетки. Кто на шведом стартовал? Кто быстро пишет? Мадина, иди к доске. Пиши предложение. Книгу возьми с собой. Ага. Так. Вторая группа. Кто у вас посол? Мельше. Тахтара. Ага, пиши первое предложение. Второе предложение, пожалуйста. Второе предложение читайте. Брат подарил мне какой мяч? Футбольный. Ага, футбольный. Правильно, иди запиши, Амер. Свое предложение запиши. Мадина, быстро. Наступили. Так. Остальные работаем в тетради. Так. Летние. Исправь ошибку, Мадина. Что ты там пропустила? Какой год ты пропустила? Ага. Летние каникулы. Так. Угу. Летние каникулы. Точку поставь. Теперь, Мадина, смотрите сюда. В данном предложении есть, кроме подлежащего и сказуемого, есть еще другие члены предложения? Да. Да. Какое слово здесь новое для нас? Летние. Летние, правильно. На какой вопрос отвечают? Какие подлежащие? Что наступили? Каникулы. Каникулы что сделали? Наступили. А каникулы какие?
Летних. Значит, было нераспространенное предложение, басында жалаң сөйлем болған. Появилось определение, у нас предложение какое стало? Распространенное. Садитесь, Амир, запиши. Из третьей группы, пожалуйста, кроме Айбека. Ага. Бабушка испекла какой пирог? Вкусный, да? Кроме Айбека. Бабушка испекла какой пирог? Айбек, ты масмамус? Пирог бывает какой? Вкусный, сладкий, да, бывает? Садись, Айбек, басқа Так, ну там басқа, бах, готовься. Брат подарил футбольный мяч. Так, аккуратно пишите. Запись на доске и в тетради должна быть чистая, аккуратная. Футбольный мяч. Футбольный мяч. Футбольный, с мягким знаком пишется данное слово, да? От слова футбол. Однокоренное слово, родственник слова футбол. Так. Футбольный мяч. Футбольный или футбольный? Футбольный. Ага. Ой, тряпку возьми. Ой. Следующее, третье предложение. Бах, ты иди к доске. Баха, ты иди к доске. Бабушка испекла. Аккуратно пишите в тетради, ребята. Угу. Испекла вкусный. Ага, один сейчас. И крабки, молодец. Вкусный пирог. Значит, мы в данное предложение, ребята, прибавили что? Определение, да? Точку поставил. Садись. Молодец. Молодец. Садись. Все написали, ребята, в тетради? Следующее задание, ребята, упражнение. 493 стихотворение называется «На катке». Внимательно слушаем данное стихотворение. Если написали, ручки положите. Блестят коньки, блестит каток, пушистый снег искрится. Надень коньки свои, дружок, попробуй прокатиться. Пускай тебя щипнет мороз, смотри, не испугайся. Пусть заморозит он до слез, ему не поддавайся. Не отступай, скользи вперед, лети быстрее птицы. Мороз летит и отстает от тех, кто не боится. Как вы думаете, в чем основная мысль стихотворения? В чем основная мысль стихотворения? О чем это стихотворение? А? О коньках? О катке? О чем? Нужно заниматься спортом и ничего не... Что делать? Не бояться? Не бояться. Нет, Гежа, пожалуйста, одним предложением. Вы что, иллюминатиша? О чем это стихотворение? Человек должен заниматься спортом, несмотря на что? На всякие трудности. На всякие трудности. Он должен заниматься спортом. Он не должен бояться чего? на спортом. Нет. Чего? Мороза. Он не должен бояться мороза. Он не должен бояться чего? Того, что каток скользкий. Музайка на хандай.
он не должен бояться того, что вот мороз придет и щипнет его в щечку, да? Нужно заниматься спортом, несмотря на всякие трудности. Вот вышел на улицу с коньками, да? Ой, на улице, оказывается, мороз. И зашел домой? Нет. Что мы должны делать? Трудиться, настойчиво, да? Настойчиво идти вперед, ребята, заниматься спортом, несмотря на условия погоды, да, или на плохую погоду. Жағымсыз, жайсыз ауа райға қарамай біз спортпен шұғылдануымыз керек, да? Вышли, хотели пробежаться, садитесь, Ергержан, молодец, она правильно идею, да, выдвинула. И что мы должны сделать? Дать вот такую оценку. Ее ответ, например, мне понравился, ребята, да? Смотрите, значит, идет на улице дождь, вы вышли, ребята, значит, хотели пробежаться, на улице идет ливень. Вы что сделаете? Ай, на улице ливень, я лучше посплю? Нет, что мы должны сделать? Конечно, трудиться и трудиться. Теперь, ребята, обратите на это стихотворение. В стихотворении есть выделенные слова. Каток, да? Какие слова выделены? Снег. Мороз, снег, да? Что я сделаю? Следующее наше задание, ребята, работа по группам. Мы будем подбирать к данным существительным, да? У нас есть вот критерии, да? Подбирают прилагательные к существительным. Назад жазамыз. Как пример, мама добрая, умная, трудолюбивая, красивая, да? Понятно. Вот слово мороз из этого же стихотворения. Пожалуйста, подбирайте прилагательное. Мороз существительное какого рода? Нулевое окончание. Мужской род. Значит, окончание у вас должно быть и, да? Пожалуйста, мороз какой? У вас слово каток, так? И у вас слово снег. Снег какой? Все, давайте записывайте. Работаем в группе. Быстро нужно работать, ребята. Это легкая работа. Слова должны быть безошибочные. Каток у нас какой? Цвет какой? Какая, да? Музыкальный цвет. Неден жасалынған, мұзды деп айту керек. Так, мороз какой? Мороз. Девчонка, почему-то здесь почти 9 группа сложилась. Так, ага. Работаем. Каток синий, ледяной, еще. Скользкий. Ага. Каток летом бывает? Нет. Зимний. Ага, пишите, давайте. Все, разобрались? Кто готов? Давайте, идите к доске, защищайте свои работы. Ага, идите к доске. Снимают, кто идет с тобой? Бери, да, идем? Идите сюда. Угу. Все, пожалуйста, девочки, идите. Бери, иди к доске. Все, Сымбат, давайте, защищайте. Посмотрим, какие же прилагательные подобрали девочки, да, группа коньки. Ага, пожалуйста. Садись, Ергежан. Снег пушистый. Угу. Холодный. Ага. Зимний. Ага. Белый. Белый. Нежный. Нежный. Мягкий. Мягкий. Согласны? Да. Согласны. Молодцы, ребята. Молодцы. Правильно справились с заданием, группа. Садитесь. Пожалуйста, вот. Радующийся смайлик у вас, да? От счастья этот смайлик, что правильно выполнили работу. Следующая группа. Айбек, идите к доске. Ну, Ага. Идите, защищайте свою работу.
Яку? Ага. Пожалуйста. Зимний. Так, каток зимний, правильно? Синий, Скользкий. скользкий и ледяной, да? Скользкий, зимний, синий, ледяной. Так, молодцы. Возьмите свою оценку. Ага. Следующее. Шамулька, иди сюда, Диана, давайте защищайте. Ага. Показывайте, вверх показывайте. Вверх поднимайте. Ага. Мороз блестит. Мороз блестит. Нужно было подобрать прилагательные, да? Так. Крепкий. Крепкий, Холодный. холодный, Синий. синий мороз. Так, еще. Все, да? Значит, у нас чуть-чуть, это одна ошибочка, да? У нас блестит. Снег, конечно, блестит, но в данном случае мы подбираем имена прилагательные, да, которые отвечают на вопрос какой. Молодцы, ребята, чуть-чуть подустали, кажется, встали все. Тихо все ребята встали. Руки разом вверх подняли. Развели их в стороны, посмотрели, ровно ли, опустили руки вниз. Тихо, тихо связались. Молодцы. Развеялись, да, немного? Угу. Следующее у нас задание, ребята, синквейн к слову спортсмен. Синквейн к слову спортсмен. Это пятистрочное задание, да? Вы знаете, первая строчка существительная, вторая строчка два прилагательных, третья строчка три глагола, потом составляете предложение со словом спортсмен. Понятно, да? Пожалуйста, работаем в группе. Вот вам, ребята, листочки. Пожалуйста. Быстро совещаемся, советуемся и пишем синквейн. Так. Синквейн к слову спортсмен. Пишите, ребята, первое ровно, чисто пишите. Первое. Из каких строк состоит синквейн? Из 5 строк, да? Так, первая строчка, само слово спортсмен. Потом выдержишь. Быстро записывай. Вот, Нусас пишет у нас здесь. Молодец. Молодцы, ребята. Угу. Знаем, что такое синквейн. Каждый раз мы на русский применяем. Да, этот прием. Спортсмен что делает? Нужно привести 3 глагола, да? Действия, 3 действия. Так, кто готов? Пожалуйста, идите к доске и защищайте. Разобрались? 4-е предложение составьте, да, со слова спортсмен, например, да?
Дальше. Кто готов, пожалуйста, кто готов? Вы готовы, да? Идите к доске, защищайте свой постер, ребята. Синьпей. Так, громко, чтобы вас слышно было, да? Ага. Сингвей по слову спортсмен. Ага. 1 спортсмен. 2 здоровый, выносливый. Здоровый, выносливый, правильно? 3 соревнуется, И побеждает. побеждает, правильно, молодец. Дальше. 4 Имеет, спортивные результаты. правильно. И пятое. 5 профессионал. Профессионал. Видите, ребята, значит профессионал. Молодцы. Садитесь. Следующая группа, пожалуйста. Группа ракетки у нас сразу разобрались. Получили хорошую оценку, ребята. Хороший результат. Пожалуйста, идите к доске. А я надеюсь, сама рассмотрелась. Так. Сингвей по слову спортсмен. Ага. 1 спортсмен. Так. 2 спортсмен. 2 Слушаем. Слушай. 2 крупный и опытный. Опытный спортсмен, крупный спортсмен, да, можно сказать. Дальше. 3 Подготовленный. бороться и победить. Победить, правильно? 4 спортсмен готов победить. Победить. Это чемпион. Чемпион. Молодцы, ребята. Это чемпион. Молодцы. Молодцы. Девочки, идите. Значит, спортсмен, он чемпион. Спортсмен это выносливый человек. Дальше. Ага. Читай. Сильный, трудолюбивый. Правильно. Сильный, трудолюбивый спортсмен, да? Ага. Верно. Бегает, занимается, соревнуется. Соревнуется, правильно. Спортсмен собирается на соревнования. Правильно. Спортсмен собирается на соревнования. Правильно, да? Дальше. Здоровье, да? Если будешь спортсменом, значит будешь каким? Сильным и здоровым. Молодцы, девочки. Так, молодцы. Теперь. Молодцы, ребята. Все группы хорошо поработали сегодня, да? Подобрали к существительным имена прилагательные. Вообще-то, ребята, вспомним, в целом мы идем по какому разделу? Мы выбираем спорт. Мы выбираем спорт. Теперь должны же подумать, зачем же я развесила эти картинки? Да, спорт, спорт, спорт. Спорт нам дает что? Что нам дает спорт? Силу, еще здоровье, еще опыт дает, еще Чемпион. становишься чемпионом, ребята. Смотрите, значит, польза от спорта очень много для человека, ребята. Вот мы маленькие, мы учимся только в школе, учимся только забрасывать баскетбольный мяч в сетку, в корзину, да? Должны тренироваться, бегать, крутить педали, поднимать гантели. И вот из маленького, неопытного человечка вырастают кто? Чемпионы, ребята. Вот, пожалуйста, всех этих чемпионов мы знаем. Это чемпионы Казахстана, которые, ребята, прославляют нашу страну на мировых аренах. Это у нас кто? Бекзат Саттарханов. Его уже нет вместе с нами около 20 лет, но он поднял наш флаг, наш казахстанский флаг на мировой арене. Ольга Рыбакова. Это Илюсинов. Дальше. Ханат Ислам. Геннадий Головкин. Бахтияр Ардаев. Наш земляк, наш джамбульский спортсмен, чемпион по боксу, ребята. Значит, если будешь заниматься спортом, будешь
и пойдешь до конца, не боясь никаких трудностей, которые встретятся у тебя на пути, станешь кем? Чемпионом, ребята. Молодцы. Значит, сегодня, ребята, основная тема у нас что? Никогда не бояться трудностей. Мы говорили об этом? Да. Говорили. Составляли кластер или нет? Да. Составляли, да? Дальше. Различаем распространенные и нераспространенные предложения. К главным членам предложения добавился еще какой член предложения? Определение, ребята. И подбирали прилагательные к существительным? Подбирали. Молодцы, ребята. Урок вам понравился или нет? Понравилось. Если понравился, ребята, в начале урока я вам раздала, у вас на партах лежали голубые и оранжевые цветы. Если вам урок не понравился, положите в вазу голубые цветы. Если урок вам понравился и вы все поняли, положите оранжевые цветы в эту вазу. Пожалуйста. Все, садитесь. Садитесь на свои места. Вот, пожалуйста, ребята, наша ваза наполнена только оранжевыми цветами. Это говорит о том, что вы сегодня хорошо поработали на уроке, поняли новую тему, ребята. И, конечно же, в будущем будете обязательно заниматься спортом, несмотря на все трудности, ребята, жизни. Домашнее задание, ребята, упражнение 493, стихотворение на катке. Выучите это стихотворение наизусть. Понятно? Да. До свидания.